Здравствуйте, в эфире «Время региональных вестей». С вами Мадина Кураева и в начале главные темы выпуска. Год педагога и наставника. Если есть тоже у вас предложения, пожелания, мы с удовольствием рассмотрим. И я не исключаю, что мы учтем. Чеченскую республику с рабочей поездкой посетили министр просвещения России Сергей Кравцов и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев. Подробнее в этом выпуске. Священные дни. В регионе прошли религиозные мероприятия, благотворительная акция от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Танцы, концерты, спортивные игры. В субъекте состоялись народные гуляния. О программе и атмосфере праздника в нашем эфире. Чеченскую республику с рабочим визитом посетили министр просвещения России Сергей Кравцов и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев. Они встретились с представителями учительского сообщества региона. Что обсудили собравшиеся, расскажет Мадина Нуцалчеева. Рабочий визит в Чеченскую республику министр просвещения России Сергей Кравцов вместе с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзором Музаевым начали с посещения Грозненской гимназии номер 5. Гости пообщались с учителями и обсудили запланированные мероприятия в год педагога и наставника, направленные на повышение престижа учителей. Вот у меня вопрос такой, как вы думаете, какие схожие аспекты есть в работе директора школы, вот этой большой, на самом деле, тяжелой системы, как образовательная организация, и в целом образовательной системы? Какие аспекты схожи, какие проблемы, может быть, нас объединяют? И какой совет вы дали бы молодым, амбициозным директорам, которые в своем воображении видят то, какое будущее у российского образования? Обсудили также и готовящийся законопроект о статусе учителя. Он будет включать положение об охране труда и здоровья учителей. Ряд аспектов, включая отмену необходимости предоставлять избыточную отчетность, штрафы за требование такой отчетности и защиту прав педагогов в конфликтных ситуациях. На мой взгляд, защита учителя и максимально создать условия для того, чтобы учитель занимался школьником, ребенком, это очень важно. И вот мы сейчас как раз обсуждаем такое обсуждение, и у нас этот год есть для того, чтобы максимальные предложения собрать. Поэтому, если есть тоже у вас предложения, пожелания, мы с удовольствием рассмотрим. И я не исключаю, что мы учтем, чтобы действительно этот закон был закон о защите учителя, повышении его статуса. Сергей Кравцов также добавил, что в этом году будет разработан профессиональный стандарт наставника. Это позволит ввести новую должность и закрепить за ней квалифицированные требования. Учителя будут прикрепляться к молодым специалистам, помогать им в становлении в профессии. Стаж такого наставника должен составлять не менее 3 лет. Также чеченские педагоги поделились, что в регионе есть много интересных наработок и предложили создать Всероссийскую ассоциацию наставников, где эксперты из разных субъектов страны смогут обмениваться опытом. Это была для нас огромная честь иметь возможность задать вопросы самому министру и получить на них ответы. В чем такой теплой, дружеской, располагающей к общению атмосфере. Такие встречи на самом деле сильно мотивируют, например, меня как директора, и эту мотивацию, это стимулирование я могу перенести на свой коллектив. Это нас мотивирует к развитию, к самосовершенствованию, а мы будем больше прилагать усилий для повышения качества образования нашей республики. В завершении встречи Сергей Кравцов вручил сотрудникам системы образования Чеченской республики ведомственные награды. Несмотря на хорошие и стабильные показатели за последние несколько лет в сфере образования, руководство Чеченской республики не останавливается на достигнутом и делает все возможное, чтобы оно становилось еще более качественным и доступным. Мадина Цалчиева, Сайдали Ампукаев, Вести, Чеченская республика. Священную для мусульман ночь Барата жители Чеченской республики проводят по-особенному. В это время Всевышний прощает грехи, а также вершит человеческие судьбы, предопределяется все, что должно произойти за этот год. А воздаяние за поклонение увеличивается многократно. Также желательно поминать Творца, читать Коран и салаваты пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. Шабан бет притло бюс из барат бюс бож дерек иза. Az bűszön, de malaikás ktáptars jázdoit,
أت شرشها ينيوش العمل ديل حلا يشوه أت شرشها دنيا شو ورق دنيا شو داخل ورق ديل قيل عن دورشتول هما أت ملايكش دعياز دويتوش إشت بيسوزة دوشتول ريتسا بلغش ديل دعياز بويت سندير أت بيسن قاستن ديل يقيق ديش ديل حهو بيزش ديل قبائم عليه الصلاة والسلام سنسنش قميل حدينا أت بيسن ديل شي تشقيوش بول إخيت مي خورد إخيوش بيسوز دال جيش دوت بيسن إخيتن بول دال مصوب ناخن سندير ويا ديل ديرز ديز ويتوب دا ديز ويديل حخوا بيز ويديل دعدر عصودول ديز أقق انتير سوالك انتير وولش جيش سدينا جيش دش. В регионе прошли религиозные мероприятия, благотворительные акции от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Нуждающимся семьям раздали продовольственную помощь и оказали финансовую поддержку. Слово Луизе Яхьяевой. По всей республике в эти священные дни Шаабана прошли религиозные мероприятия. В центральных мечетях населенных пунктов богословы и мюриды совершили зикр, а также прочитали мавлид, восхваляя Творца и его посланника. От регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова малоимущим и семьям сотрудников, принимавшим участие в специальной военной операции, были розданы денежные средства. В Шатойском районе денежные средства в размере 1 миллиона рублей распределили между малоимущими семьями и родственниками участников СВО. Каждая получила по 20 тысяч рублей. Мемех дена цадок что сага дал قبول ديل بزين ديل سون دا ساغ ديل الله اوردر تاخن ديقن ساغ تاخن ديقنا تاش مو سخين ساغ قوش اخري اوني قوش قي جامي قوش دوخا سونه مو سمار دوش مولت مو صبت تاع مو سخين اخشنت يوچنت مو سخين да лост хонда саغ дел. Финансовую помощь получили также сироты и малоимущие других муниципалитетов. Такая поддержка регулярная, и ее трудно переоценить. Obol sağd var vay paç sünen sündüzüm diye massan diye vay bakan liyalçık enç diye vezindela. Ya Rabbi, ya Allah, Ибрахим Пайгамбар, Урбдин дал обол сağd var. Кроме того, в каждом районе было роздано мясо жертвенных животных. Помощь, как всегда, доходит прямо до ворот и приходится кстати. Добрые дела президента регионального фонда Аймани Несиевны невозможно перечислить. Главной же наградой для ее отзывчивого сердца являются искренние слова благодарности от жителей республики. Луиза Яхьяева, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская республика. Региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской республики и героя России Ахмата Хаджи Кадырова оплатил свадьбы 100 семьям. Им выделили по 100 тысяч рублей, также организовали торжество. Обо всем по порядку, Медина Мударова. Праздничная обстановка, доброжелательное настроение и немного ноток волнения. Без этого никуда. Ведь у семьи Скирбиевых и долгожданное событие – свадьба. В этот радостный день собрались родственники, друзья и соседи, чтобы поздравить молодоженов. В подготовке торжества помог региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. По поручению Аймани Несиевны 100 семьям было выделено по 100 тысяч рублей. ديل رئيس خلون أيمان نسيونا سفودنا مسنا ديل رئيس خليل شون دقم دق أشتغل دينك. اتفسخن والديل دال برتصع بول خير دال تحي بيرت كيل دال هوش متع بول ديل رئيس رمضان كديرونا خيل أيمان نسيونا خيل هقن دال لاتنا ودرنا شو خصتوي دود خصدا ديلشتو دال تحي بيرت كيل مسيري وزن ديل مسير برتصع بول دال تحي بيرت كيل. ديل رئيس خل أيمان نسيونا رمضان كديرنا دال ساعدو ساعدينك دايتنك خزدويدو مسرنا خزدا لوس خزغودو مسرنا ساعة قوش دال ساعدو الوزن دي صار ميلدشتك ناخن مسير دال برتصع بول.
Для невесты самым сложным моментом является выбор свадебного платья. Оно должно быть идеальным, красивым и запоминающимся. Но чаще всего от покупки останавливает его цена. Тогда на подмогу и приходит региональный общественный фонд. Помимо наряда и букета невесты, семьям оказали денежную помощь и поддержку в организации всего события. Президент фонда всегда старается оказать всестороннюю помощь нуждающимся в решении тех или иных проблем. Все мы знаем, что глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович, он уделяет большое внимание в укреплении и сохранении института семьи. И вот такая акция – это такой же своего рода вклад в эту работу. Сунадылгара баркал агурдар ва мягкнан амана ва пача Рамзан Ахматовична цадда имнатидам барна нахан годерна тагана хок ва республика кулшул кел хусмиш кел дюзовшна цеда дагат яй берктию дага волши роцагуш ирси дахар холилцер да барца булцер. Родственники готовятся к этому торжеству не меньше молодоженов, накрывая самые лучшие столы. Здесь подготовлено все до мелочей. За такую поддержку благодарят Аймане Несиевну и главу республики Рамзана Кадырова. Без их помощи они бы не справились, делятся жители. كديرو رمضان أحمدشنا ديل رئيس الآل وردر رجال فوندنا تحقق دال ساعة دويل الليل وشنا دال بيركة دويل خز بولبو ديك بولبو دال بيركتي بولبو دال إيمان إسلامي شاع دويل وزن ديل دال تحي بيركتي يلق. И у семьи Сулейбановых праздник. Гости, угощения и хорошее настроение. Ведь к ним в дом пришла невестка. За помощь в подготовке такого важного события они благодарят фонд. هق ديكني أحمدي ما يملتين ديكني داخكن دوه جو خزا خيتا هوش بوشخ كاتا هق ديكني توقاتش يقول حلخ هق ديكن داقلاتش ولش وي باتشاهن رمزان أحمدوش كديرون بركل أران لأرسون وي فوند أيماني سيوني فوندنا أيماني بركل ألو وشيرسو ديريز هيل دالا سادويل تار ميلدين ديك بزنديلا وي بچانا دوق ديريز خيل دوس وي دك داخكن وين عناق أستودرنا وي فوند كيغلايل أيماني يسينمنا ديريز خيل. Свадьба – один из важных дней в жизни. К нему нужно готовиться основательно. А региональный общественный фонд помог малоимущим семьям республики сделать его идеальным. В этот день он осчастливил многие молодые семьи. Медина Мударова, Сайдамин Мусаев, Сайтелим Абукаев, Вести, Чеченская Республика. В республике прошли массовые народные гуляния. Жители столицы смогли посетить концерт в центре Грозного, посмотреть работы творческих коллективов, потанцевать и весело провести время. Праздничная атмосфера царила и в Ахмат-Юрте. Слово Лейли Муртазовой. Танцы и песни разносились в каждом уголке нашего региона в честь народных гуляний, которые массово прошли по всей республике. Участие в этом веселье приняли жители селения Ахмат-Юрт. Наступившая весна стала только приятным бонусом, украсив это событие отличной погодой. От малого до велика приняли самое активное участие, пустившись в пляс под композиции артистов чеченской эстрады. В это же время в центре Грозного развернулась масштабная концертная программа. Выступали артисты и творческие коллективы, а жители республики, в свою очередь, не только слушали полюбившиеся песни, но и танцевали. Помимо большой концертной сцены, в самом сердце столицы были установлены шатры и специальные площадки, где проходили выставки ремесленников и спортивные состязания. Желающих принять в них участие было немало. Жители и гости республики не упускают возможность посетить подобные народные гуляния.
Море улыбок и позитивных эмоций – так можно охарактеризовать настроение людей, собравшихся в этот день на площади Грозного. Лейла Муртазова, Саид Селим Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. Народные гуляния состоялись и в высокогорном селении Биной. Помимо танцевальной и концертной программы, здесь прошли и спортивные игры. Про эмоции жителей и итоги состязаний расскажет Адам Магомедов. Стрельба из лука, борьба на поясах, метание бараньей ноги, перетягивание каната, лазание на бревно, поднятие тяжести и бег с камнями. Масштабные состязания по всем этим дисциплинам прошли на спортивной площадке в Горном Биное. Всего в народных спортивных состязаниях приняло участие более 400 человек со всей республики, каждый из которых старался показать максимум своих способностей, чтобы одержать верх. Дополнительной мотивацией для участников стали призы от регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. За первое место в каждой дисциплине полагался мотоцикл или айфон, за второе – игровые приставки, а за третье – велосипеды и электросамокаты. Помимо этого, денежные призы и игрушки получили молодые хафизы, принимавшие участие в соревнованиях. А вот уже в центре селения прошли народные гуляния, шатры с самыми разными аппетитными блюдами, множество видов кофе. Все это организовал благотворительный фонд имени первого президента Чеченской Республики. Местные жители и гости в полном восторге. В завершении дня во главе с богословами селения в местной мечети прошли религиозные мероприятия. Собравшиеся прочитали Мовлид, восхваляя Всевышнего и пророка Мухаммада. Да благословит его Аллах и приветствует. Адам Магомедов, Анзор Тураев, Вести, Чеченская Республика. Различные спортивные состязания прошли в Курчелоевском, Серноводском районах. Победителям вручили ценные подарки от регионального общественного фонда. Также в Грозном прошли масштабные конно-спортивные скачки. Подробнее в следующем материале. Едва отступила снежная зима, а спортивные площадки и поля по всей республике уже принимают соревнования. В Курчелоевском районе прошла целая спартакиада по таким дисциплинам, как борьба на поясах, стрельба из лука, поднятие тяжести над головой. Организатором стало Министерство Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике. 7 дисциплин, спортивных дисциплин, которые отвечают нашим историческим обычаям, традициям и так далее. Ну, скажем, весенний праздник, спортивный праздник. Количество участников, я так думаю, ну, если не 300, то около 300 человек. И оспаривают очень ценные призы. Таких призов не было ни на каких официальных соревнованиях. И действительно, велосипеды, мотоциклы, такие подарки лучшие спортсмены получают не везде. Региональный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова радует подобными презентами очень часто, а потому участников всегда много. В Серноводском муниципалитете юноши сразились в турнире по футболу. В каждом матче был всплеск эмоций. В завершении ребята также были награждены денежными призами и другими подарками. Третье место заняла команда АСА, станица Асиновская. Второе место заняла команда «Патриот», село Серноводское. И первое место заняла команда «Толоп», село Серноводское.
Огромный соревновательный день состоялся и на крупнейшем конно-спортивном комплексе страны в Грозном. Турнир по скачкам приковал огромное внимание зрителей. Всего состоялось 4 заезда, в каждом из которых свой призовой фонд и особый подарок. Очень много гостей приехали. Приехали даже с Москвы приехали, с Владивостока приехали. Очень красивый такой день и очень хорошие скакуны скачут. Самым ожидаемым заездом дня стали скачки в честь бракосочетания внука первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, Ахмата. Призовой фонд составил 7 миллионов 800 тысяч рублей, а также автомобиль Mercedes-Benz Е-класса. Верховую гонку выиграл один из самых опытных и титулованных жокеев Хамзат Улыбаев. Сильно настроены были всем отделением на эту скачку. Это основная скачка дня была. Амаду Зудялу ждал объездки. Поэтому все силы и лучшие лошади у нас шли первыми и вторыми, приехали и легко, без борьбы. И тактика. Сама лошадь всегда так скачет. Поначалу разогревается, потом включается и до конца борется за победу. Третий и четвертый заезды были посвящены участникам специальной военной операции и году чеченского языка соответственно. В последнем победил жеребец по кличке Сердин. Между скачками проводилась и концертная программа с участием звезд национальной эстрады, чтобы зрители могли не только поболеть за любимых скакунов, но и насладиться песнями и потанцевать. Турпа, Лолита Исумов и Магомед Ахматов. Вести. Чеченская Республика. За вклад в организацию и проведение гуманитарной акции для пострадавших от землетрясений жителям Сирии благодарственным письмом главы региона отмечен губернатор провинции Алеппо Сирийской Арабской Республики Хусейн Диабе. Документ был передан при личной встрече представителями регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Чиновник высоко оценил помощь, оказанную субъектам, и выразил уверенность в дальнейшем благоприятном сотрудничестве. Трудности в спорте на пути к большим победам. Семинар под таким названием прошел в Чеченском государственном университете. В качестве спикеров в нем приняли участие титулованные спортсмены, непобежденный боец смешанных единоборств, выступающий под эгидой UFC в средней и полусредней весовых категориях Хамзат Чимаев, шестикратный чемпион Кубка России, двукратный победитель всемирных игр, мастер спорта международного класса по настольному теннису Расул Назиров и участник сборной команды России по игре баскетбол на колясках, капитан баскетбольного клуба «Даки», пловец и вейкбордист Илья Друганов. На мероприятии присутствовали не только студенты, но и дети с ограниченными возможностями здоровья, сироты и полусироты. У подрастающего поколения была уникальная возможность пообщаться со своими кумирами, задать интересующие вопросы, а также поучаствовать в конкурсах с призами в виде футболок и буклета с подписями именитых гостей. Основная цель мероприятия – популяризировать спорт и здоровый образ жизни среди молодежи. Много трудностей бывает всегда, но легко ничего не добьешься. Там дома сидеть на диване – это легко, там двигаться, там подниматься, работать усердно, чтобы добиться чего-то. Это нелегко. Бывают какие-то препятствия, надо их преодолеть. Конечно, это хорошо для молодых, подрастающих поколений, мотивация для них и вживую увидеть нас не только по телевизору, что увидеть, что мы тоже нормальные люди, как они, что могут добиться они таких же успехов, как и мы. 50 лет со дня образования отметил отряд юных инспекторов дороги. Событие прошло в Грозненской гимназии номер 5. Это творческое объединение учеников, которые помогают школе в организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пропагандируя правила дорожного движения среди учащихся своего учреждения. Основан он 6 марта в 1973 году. В честь юбилея в гимназии прошло соревнование на лучшее знание правил. В конкурсе приняли участие команды со школ всех районов региона. Такие события следите за вестями на официальных страницах в социальных сетях и на платформе «Смотрим» телерадиокомпании «Война». Подписывайтесь. С вами была Мадина Кураева. До новых встреч в эфире.